Якутии открыли новое здание одной из старейших в Хангаласском районе школ. В торжественном открытии нового современного здания принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Выступая перед всеми, кто был причастен к строительству, перед учениками и их родителями, он отметил, что новая школа является лучшим примером того, каким должно быть учебное заведение на селе. Мы сегодня сдали, на мой взгляд, лучшую школу сельской территории нашей республики. Да и вообще, наверное, кроме Якутска, таких школ у нас нигде на территории нет. Такого качества, не просто стройки, но и именно подхода к формированию школьных пространств, школьных, детсадовских пространств, начиная с прилегающей территории этой школы, как она сделана, да, она сделана реально лучше всех, наверное, в республике, даже в городе. Ну, в городе, это понятно, в городе из-за пространств, из-за скучности нет возможности, но в целом вот эта школа сделана просто на очень высоком уровне. Еще раз, архитектурные, дизайнерские решения как раз с точки зрения удобства детей, школьной мебели. В общем, я считаю, что школе саду в Актемцах очень повезло. Строили ее, как говорится, всем миром. Школа-сад появилась благодаря нацпроекту образования. Но помимо этого свой весомый вклад внесли и выпускники школы разных лет. При строительстве буквально участвовали все, да, все население, наши сами учащиеся. Вот, например, озеленение вы посмотрели, это в озеленение тоже ландшафтный дизайн сделали нам Варвара и Григорий Мачаховы, которые руководили нашими детьми, и мы у них научились посадке газонов, и в последующем будем изучать это как научную работу. Наши дети будут изучать это как научную работу. Среди выпускников Петр Заморщиков, выпускник Актемской школы 86-го года. Он с товарищами собирает мебель для детского сада, внося свою лепту. Когда вы учились, тут, наверное, условия совершенно другие были. Конечно, другие были в Албании. Сравниваете как? Земля не было. Да? Да. В этой школе тоже закончили? Да. В каком году? В 1986. Это нынче сколько? 35 лет. Мастерская по обработке ткани – вотчина девочек. Учителя не нарадуются. Говорят, о таком не могли и мечтать. Просторный кабинет со своей примерочной. А работать могут уже на новых швейных машинках. Кабинет называется «Швейный цех». Здесь будут учиться дети с 5 по 9 класс, именно швейному мастерству. А в старой школе вы работали? В старой школе я работала. Там условия как были? Там условия, конечно, в старой школе не очень были. Кабинет маленький был, оборудование старое было, да? А здесь уже как бы все новое. Эмоции переполняют, да? Да, хочется быстро начать работу. Дизайн школы выполнен в лучших традициях современных образовательных учреждений. Огромные панорамные окна, просторные кабинеты с удобной мебелью и спецоборудованием, в зависимости от обучаемого предмета. Здесь у нас имеются очень хорошие кабинеты. Вот сейчас вы посмотрели для девочек, это по обработке ткани, кулинария. Есть мастерская по металлу и дереву для мальчиков. В будущем мы планируем давать удостоверение до профессиональной подготовки. Так, у нас очень красивый актовый зал, где будут работать, конечно же, театральная студия, хореографическая студия у нас здесь будет работать, кабинеты и рекреации выполнены тоже в очень современном дизайне.
Когда мы начинали планировать дизайн, мы рассматривали такие школы в Москве. Да? Летово, например, мы смотрели школу, сходили в Малую Арктическую школу, посмотрели там дизайн. Еще один кабинет – это кабинет кулинарии, где девочки смогут научиться готовить, научиться кулинарным азам, а также печь в такой вот духовке различные блюда. В актовом зале также применены современные материалы и шумоизоляция, благодаря чему дети будут профессионально учиться актерскому мастерству, танцам в соседнем зале хореографии. Спортивный зал, библиотека, зоны отдыха и общения, столовая, отвечающая всем санитарным нормам. В общем, придраться не к чему. Есть что посмотреть и чему стремиться другим коллегам. В честь нового открытия решили даже поменять эмблему и школьную форму. Эмблему школы тоже нам разработали новую, и наши ребята, посмотрев эту эмблему, сами, значит, решили, что школьная форма у нас тоже должна быть другой, и полностью дизайн школьной формы сделали они сами отработали с родителями, с нами, и мы все согласились и утвердили данную школьную форму. Там написано 1874 год, да? Да. Получается... Получается, что в 1874 году в долине Аркены, в Хангаласском улусе, в селе Актемцы открылась самая первая школа. И сейчас у нас в данное время работают в селе Актемцы две школы. Это наша школа Актемская средняя общеобразовательная имени Панкратия Ивановича Шадрина и научно-образовательный центр Актемский лицей. Кабинеты физики, химии, биологии, все там специализировано? Это все специализировано. Таких кабинетов, конечно, у нас в старом здании не было. Подошли новые дидактические материалы. В общем, все требования, которые имеются, они отвечают всем требованиям, которые имеются. Новое здание педагогический коллектив входит с новой задачей – развить, естественно, научное направление. Кроме того, школа имеет агропрофилированную направленность. Помимо коневодства, ребята активно изучают пчеловодство и производство меда. Этот проект мы распространили по всей республике. Сейчас, вот в этом году, нас очень заинтересовало благоустройство именно территорий, а именно вот посадка газонов. Здесь очень много наших ребят участвовало при посадки этих газонов, и будет новая исследовательская работа, где наши дети будут изучать данный проект. Здание школы имеет площадь порядка 4000 квадратных метров. Она рассчитана на 220 учебных мест. За весь период существования школа выпустила более 3000 выпускников, из которых 23 являются золотыми медалистами. Прилегающий к школе детский сад будут посещать 100 малышей. Для них условия не менее лучше. Здание такое же просторное и светлое, имеет со школой общую кухню, где готовить можно с нуля, начиная с разделки мясной продукции. Перед садом большая современная детская площадка. На огромной территории беговая дорожка, газон по периметру, футбольное поле. В скором времени здесь появится собственный сквер для выпускников, как дань для тех, кто приложил немалые усилия для того, чтобы в селе сегодня появилась одна из лучших и современных школ в республике.